Получить награду и звание лучшего ученика года для Саудат Тачиева очень волнительно, ведь участвует в конкурсе она впервые. В эту школу девочка перевелась с начала учебного года. Желание показать себя с лучшей стороны появилось сразу же после того, как узнала о конкурсе. А ты сама была рада, когда узнала о том, что тебя номинировали? Да, очень. Было, конечно же, волнительно, потому что я не знала, какие у меня оценки будут. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить своих учителей за это. А вот для Амины Алиевой эта награда по счету уже вторая. Она оказалась среди лучших в прошлом учебном году, поэтому приложила немало усилий для получения премии и в этом году. Я очень сильно трудилась, занималась. Всегда учителям писала сообщения о том, что как это надо делать, что надо доучить, чтобы оценки чтобы были хорошие. Участвовать в конкурсе могут все учащиеся с 5 класса по 11. Премия предполагает 3 степени. Победители определяются по итогам всех четвертных оценок. Пятерок в дневниках не может быть меньше 75%. Впрочем, критерии оценивания с каждым годом меняются, чтобы поднять планку соревнования еще выше. Для получения премии первой степени важно иметь в дневнике все пятерки, а еще быть участником различных олимпиад. Критерии, чтобы получить премию второй и третьей степени, немного мягче. Диплом второй степени даются учащимся, если у них более 90% пятерки. Более 90%. И награждение то же самое. Почетная грамота и денежная премия. Но кубка и нет. И диплом третьей степени – это средние итоговые оценки за год. Если более 70% пятерки, четверки, то есть пятерки без троек. Вот в таком случае выпадает уже третья степень. Стимул учиться на одни пятерки и четверки у ребят появился 6 лет назад. Именно столько существует премия «Лучший ученик года» в 3-й школе селения Сурхахи. Ее учредители 5 братьев Хучбаровых. В прошлом выпускники этого учебного заведения, они преследуют лишь одну цель – привить детям любовь к учебе. Всевышний нас призывает читать, учиться, обучаться, искать знания. И поэтому мы пробовали разные методики мотивировать детей. И в 2016 году нам пришла такая идея, младшему брату Исмаилу пришла такая идея организовать такой конкурс. И мы ее начали с 2016 года. Каждый год дорабатываем, улучшаем. И вот 6 лет практически уже 6 раз сейчас мы наградили. Мы планируем охватить все школы республики. И потом уже можно будет, если от него будет польза, пока от него будет польза, мы ее будем делать, двигать. И если от него будет польза, потом уже можно будет сказать, там, индусская методика обучения детей. Патриотическая пятерка, как называют себя организаторы конкурса, хотят доказать на собственном примере, что учение – свет. Сами братья учились хорошо, что позволило поступить им в лучшие вузы страны за пределами региона. А конкурс дает всем школьникам мотивацию учиться лучше. С тех пор, как организован этот конкурс «Ученик года», хорошистов и отличников становится все больше и больше. Значит, у детей появляется желание. Конечно, они видят, как дети стоят на сцене, как их награждают. Это торжественный момент. И у каждого, наверное, появляется мнение. В следующем году обязательно я буду именно в этом конкурсе. В этом году премию удостоились порядка 100 учащихся. Кроме 3-й школы в селении Сурхахи, конкурс охватил еще 1-ю, 2-ю и 4-ю. А чтобы стимул учить детей еще с большим рвением появился и у педагогов, братья Хучбаровы намерены организовать еще один конкурс «Лучший учитель года». Дана Плиева, Хамзат Халухоев. Новости 24.